Песнь 14 о том, как Нурадын встретил Джанбая, вступил с ним в спор, и о том, как Джанбай поссорил Идыгея с Нурадыном. Он соратников отыскал, вместе с ними вперед поскакал, а Сокорь вырос в глуши степной. Рядом с ним скакун вороной, чья повернута голова, а под ним незнакомец спит. Нурадын порешил сперва: я сейчас убью чужака. Но отторглась от сабли рука, не мужчина, а баба тот, кто на спящего нападет, кто безоружного убьет. Так разумно он рассудил, спящего Нурадын разбудил. Просыпаясь в глуши степной, на мгновение Джанбай застыл и, привстав, Нурадына спросил: «Эй, Нурадын, Нурадын, постой! Дела не доводи до конца. На густо-гривого жеребца, где ты сел, Нурадын, скажи. Панцирь девятиглазый мой, где надел, Нурадын, скажи. Радостно в доме ханском жилось, молоко кобыле лилось. Где ж Токтамыш мой властелин?» Так ответствовал Нурадын: «На Воронова с гривой густой, там я сел, где дневал, ночевал. Панцирь девятиглазый твой там надел, где врагов убивал. Хана, что восседал высоко, что кобыле пил молоко, я выискивал в лисьем лагу. К Лебединому озеру я поскакал вослед врагу. Хана Токтамыша, того близкого родича твоего, чья была бессильна стрела, в правой битве сбил я с седла. Отнял душу я у него. Эй, Джанбай, Простаков ловец, мне говорили, что ты певец. И как чечен слыхал ты хорош, если хвалебную песнь в честь меня, хитроумный Джанбай, ты споешь. Я в живых оставлю тебя, я не обезглавлю тебя. И если ж себя восхвалять начнешь, я тебя, нечестивца, убью. Голову заарканю твою, и ее на скачках вручу победителю силачу». Так Джанбай отвечал ему: «Где слова я для песни возьму? Я в растерянности, я глупец, я не чечен, я не певец. Пусть на твой присылает зов всех твоих чеченов-певцов, но пока ты ждешь их, тебя тлеющим подожгу огнем, вспыхнешь и сгоришь ты в нем». Произнес Нурадын слова: «Не прошлогодняя я трава, чтобы там, где высохший дол, в тлеющем сгореть огне. Лучше, Джанбай, поведай мне, что ты знаешь, что ты нашел». «Эй, Нурадын, — сказал Джанбай, — первенства не ищи, не желай. Если о том, что знаю, спою, если спою о том, что нашел, пламя охватит душу твою. На горе на утесе крутом воины собрались вчетвером. Кто же станет у них вождем? 6 у них за спиной. Кто же станет их старшиной? Пала на землю ночная тень. Зародится ли новый день? Эй, Идыгей, эй, Нурадын, новый день зайдет ли для вас? Звезды, что выше горных вершин, не погаснут ли в утренний час? 4 перевалов достичь, может ли длинный хвост скакуна? Может ли жить спокойно страна? Есть ли страха она полна? Воинов сплотит ли ряды? Станет ли ханом Кадырберды? Будет ли наше знамя опять, как в былые годы, сверкать? Темный лес пред степью растет, темный лес вольнодумцу душа. И если б знать, что наш день взойдет, что, осенив могучую рать, знамя будет реять опять. Знать, что, покинув небесный свод, старый сокол в траву упадет. Знать, что серебряное копье попадет предводителю в рот. Знать, что воины прежних лет на военный сойдутся совет. Знать, что войск 4 вожаки, в шубах чьи бархаты воротники, что Джанбай, кем гордится страна, как в Токтамышевы времена, возглавляя державу, придут, возвратив себе славу, придут, что заодно придет Нурадын, тот, кого породил Идыгей, кто не отступит от цели своей. Услыхав, что Джанбай говорит, подскочил дагестанец Джигит. Сделал так Джигит Мамедкул, что Джанбая конь подтолкнул, меч алмазный Джигит обнажил, полоснуть Джанбая решил. Нурадын отвел его меч, начал Джанбай такую речь: «Там, где даже ворон не сел, гуся ты посадил, Нурадын. Там, где и коршун сесть не хотел, лебедя ты посадил, Нурадын. Кровь мою, раба отогнав, ты, Нурадын, поймал в рукав. Тех рабов, что пошли за тобой, ты возвысил и стал их главой». Нурадын сказал: «Эй, Джанбай, кто коварнее тебя и хитрей? Если ты умрешь, Кинджабай, то земля не станет полней. Если жизнь обретешь, Кинджабай, жизнь твоя не станет честней. Что с того, что тебя убью? Мне ли душу марать свою? Токтамышу служил, будешь жить, чтоб отцу моему служить». Вот пред ним золотой дворец, голову Токтамыша храбрец, и из переметной достал сумы, бросил к ногам Идыгея ее, молвил отцу слово свое. Не давал передышки врагу, днем и ночью скакал и наслед. Я напал в лисьем лагу.
Торопясь, прискакал чуть свет к Лебединому озеру я. Мой густогривый у камышей фыркал, пугая диких гусей. Я притаился, и конь затих, хана я наконец настиг. Долго беседа наша текла. Вынул я меч, и смолкли слова. Выбил я хана из седла. Пред тобой его голова. «Эй, Нурадын», — сказал Идыгей, — «смело, честно ты мне послужил. К цели своей ты путь проложил. Пусть Ханыке станет твоей». Пятиглавый шатровый дом возвышается вдалеке. Подъезжает Джанбай к нему, плачет ханская дочь Ханыке. В пятибашенном этом дому увидал ее Кинджабай и сказал: «Не плачь, не рыдай. Твой отец обласкал меня. Был безлошадным, дал мне коня. Был я без шубы, шубу мне дал. Дал мне арабских коней боевых, дал мне множество шуб меховых. Прошлых дней не вернуть, Ханыке. О, не плачь, не рыдай в тоске. Хана родителя твоего, хана властителя моего, Токтамыша настиг Нурадын. С плеч его он голову снес, голову Идыгею привез. Под ноги Идыгею швырнул, славно послужил ему сын. И за службу свою Нурадын у отца попросит тебя: Нурадын, чей отец Идыгей не отступит от цели своей. Ханыке, Ханыке, мне внимай. В час, когда войдешь в хан-сарай, к поясу привяжи кошму, чтоб широким врагу твоему показался твой узкий стан. Увидав тебя, Нурадын пусть подумает, ты зачала. Спросит он, чьи это дела, а ты: это сделал твой отец. Если нам поможет Творец, на отца Нурадын нападет. Оба погибнут, и этот, и тот. Мы избавимся от беды, нашим станет престол золотой, и твой брат, султан молодой, воцарится Кадыр-Берды. На века Токтамыша род власть престол страну обретет. Как научил ее Кинджабай, Ханыке вошла в хан-сарай. К поясу привязав кошму, Нурадын, увидав Ханыке, одержал он дамбру в руке, в потрясении произнес: «Это что?» И в ответ ему Ханыке, погладив кошму, молвила: «На этот вопрос может ответить твой отец». И Нурадын поверил ей. Угля сделался он черней, в гневе направился туда, где на траве сидел Идыгей. Бросился, яростный, с криком «А!». И дамбра, что в руке была, не выдержала, взвилась, Идыгею попала в глаз. Вылетел глаз от удара дамбры, и стал Идыгей кривым с той поры. Прочитал Раиль Арсланов.